В Казахстане череда задержаний активистов и журналистов. Подробнее о том, что там происходит, мы спросим у автора и ведущего YouTube-канала «Просто журналистика» Лукпана Ахмедьярова. Здравствуйте, Лукпан. Здравствуйте, добрый день. Лукпан, расскажите, почему и кого задерживают в Казахстане сейчас в связи с, казалось бы, юмористическими даже сайтами? Да, основным поводом стало уголовное дело и арест ведущего сатирического канала в Инстаграме. Это страница в Инстаграме. Причем сатирическая страница, которую никогда не скрывал, что это сатирическая страница, там большими буквами написано было. И этого человека, Тамерлан Инсибек, его пытались год тому назад уже привлекать к уголовной ответственности, тогда после того, как уголовное дело в отношении его возбудили по статье распространения заведомо ложной информации, когда это вызвало массу смешек над властью, тогда власти его отпустили, сейчас снова его привлекают к уголовной ответственности уже по другой статье разжигание розни. И вот уголовное дело, соответственно, арест на 2 месяца ведущего этой страницы стало поводом для почти что ежедневных сейчас акций протеста. Это, как правило, одиночные акции протеста. Но вот уже 3-й день у нас в Казахстане люди выходят на акции протеста, поддерживая ведущего этого сатирического в Инстаграме. И соответственно, люди таким образом показывают свое возмущение тем, что и уголовным делом, и то, как власти реагируют на тех, кто хочет поддержать этого человека, потому что у нас за эти 3 дня 2 человека арестованы на 15 суток и 2 человека уже оштрафованы за участие в несанкционированных акциях протеста. А почему, на ваш взгляд, многие подозревают здесь, скажем так, московский след? Не, насчет московского следа это то, что было вброшено с самого начала, причем я считаю, что это вброшено было властями, если уж на то пошло, потому что, естественно, уголовное дело само было возбуждено якобы из-за годичной давности публикации в этом паблике, в Инстаграм-паблике, где как раз-таки была опубликована, это была сатирическая такая новость, по поводу того, что российская пропагандистка Тина Канделаки там нелестно отзывалась о Казахстане, с какими-то претензиями определенными. И вот в ответ на это на сатирическом паблике там была опубликована новость, соответственно, такая несуществующая. И вот эта новость стала поводом для уголовного дела. Но так на самом деле, естественно, это все повод, а настоящая причина это прежде всего то, что власти никак не могут простить ведущему этого канала того, что он постоянно высмеивает власть. Это на очень хорошем таком уровне, это было все время насмешка над казахстанскими властями. А казахстанские власти, в общем, почему боятся-то юмора и сатиры? Что в этих шутках было такого, что им угрожает? Казахстанские власти, так как для начала нужно всегда помнить, конечно, что в Казахстане авторитарная система власти, и эта авторитарная система власти, она всегда будет заинтересована в том, чтобы держать контроль над информацией, что, собственно, она постоянно пытается сделать, и постоянные нападки на свободу слова, это уже стало таким постоянным действием казахстанских властей. В данном случае это сатира. И люди, которые представляют собой политическую элиту Казахстана, это люди, которые, естественно, сатиру не понимают, которые считают, что это сатиру, свой адрес, они воспринимают как личный вызов, как личная насмешка над ними. Естественно, те шутки, последняя шутка, это одна из январских публикаций в этом паблике, в Инстаграм-паблике, Казньюз-24 была такая, что президент Казахстана Токаев поручил правоохранительным органам провести профилактические пытки в честь 3-летия Хантара, январских событий, которые были в 2022 году. И постоянно вот эти вот шутки, естественно, они вызывают у казахстанской элиты политической, во-первых, постоянную отрыбь такую, неприятие, возмущение, и, соответственно, вот такова их реакция. И нужно понимать, что это вполне закономерно для авторитарного стиля управления, что они
будут реагировать на сатиру, на смех в свой адрес именно вот таким образом, с помощью уголовных дел. Если говорить все-таки о том, что происходит между Россией и Казахстаном последнее время. Сравнительно недавно прошел визит Путина в Казахстан. Насколько, на ваш взгляд, после этого визита можно говорить, что началось еще большее сближение Токаева и Путина? Все признаки этого сближения, они видны по заголовкам новостей в Казахстане. Ну, во-первых, говорит, и само интервью Токаева, которое он дал после визита Путина 3 января было опубликовано. И Токаев дал интервью такое пространное в местной газете казахстанской. И эти признаки, они выражаются в том, что, ну, во-первых, начали все больше и больше в официальных СМИ говорить, уделять внимание таким вещам, как открытие очередной российской школы. Или там все больше, если мы посмотрим новости официального телевидения казахстанского, мы увидим самое главное, чего нет там. Мы увидим, что в эфире казахстанских телевидений практически нет новостей о войне в Украине, которая происходит. Поэтому все эти признаки, они показывают на самом деле то, что Казахстан является официальной Астана, и официально Казахстан, они взяли на себя такую функцию информационной обслуги Кремля. И, конечно, в откровенную такую позу обслуги они не встают, пропагандистской машине они не участвуют прямо, но тем не менее какие-то нужные нарративы для казахстанской аудитории они, конечно же, вбрасывают и участвуют во всем этом. Кроме всего прочего, вот если мы возьмем последнее интервью Токаева, о котором я говорил 3 января, само это интервью вызвало массу вопросов у аудитории. Во-первых, это интервью, которое было опубликовано в достаточно малоизвестной газете, казахскоязычной газете. Кроме всего прочего, в этом интервью Токаев, он несколько раз говорит о том, что ему нужно, что Казахстану нужно как бы интегрироваться в общие процессы с Российской Федерацией, с нашим соседом и так далее и тому подобное. Но самое главное, любой внимательно читающий человек поймет, что этого интервью в природе не было. То есть не было физически такого, что журналист сидел с президентом, и президент отвечал ему на вопросы. Что, скорее всего, это интервью от начала и до конца было написано спичрайтерами администрации президента, а потом его скинули уже в эту редакцию, сказали, опубликуйте, как будто вы брали у нас интервью. И вот если вы это интервью прочитаете, вы увидите, насколько четко и недвусмысленно Токаев говорит о том, что необходимо все больше и больше расширять интеграцию с Россией. Но в то же самое время, если я правильно понимаю, именно в том интервью было сказано о Китае как гарантии территориальной целостности Казахстана. Про Китай это было, скорее всего, не то, что скорее всего, а очевидно, что про Китай это был не столько реверанс в сторону Китая, сколько это был такой определенный, это реакция на тот вопрос, на те информационно-эмоциональные потребности аудитории, которые сейчас сформировались в Казахстане. После того, как российские официальные лица, публичные персоны позволили себе неоднократно агрессивные, недружелюбные высказывания по отношению к Казахстану, естественно, среди казахстанской такой аудитории, неискушенной в политике, но которая постоянно читает эти новости в интернете, у нее, естественно, возник вопрос или потребность такая, а будет ли у нас кто-то, кроме России, кто сможет нам обеспечить этот баланс интересов. И если вы посмотрите на то, что говорит президент, и то, что говорят казахстанские такие инструменты идеологии, пропаганды, это постоянно вбрасывается такой месседж, что мы, Казахстан, занимаем очень интересное, выгодное геополитическое положение, что до тех пор, пока мы между Китаем и Россией, никто из них, естественно, не будет покушаться на нас, и именно вот это положение, оно гарантирует нам безопасность. Ну, это больше такое, я же говорю, это больше пропагандистское такое явление, чем то, что есть на самом деле, я бы сказал. Лукпан, и то, что говорит Токаев в своем интервью, это об этом. Лукпан, я знаю, что некоторые аналитики из Центральной Азии, которые настроены прозападно,
сказали, что большая часть прозападной аудитории стран Центральной Азии и Казахстана, они, ну, в общем, украинские события их не то чтобы отрезвили, может быть, даже где-то разочаровали, что если уж Украине, которая находится рядом с Европой, так долго и так мучительно помогали и думали, как помогать, то, в общем, страны, которые находятся далеко от Европы, останутся без такой поддержки просто в два счета, если вдруг у России или у Китая или у любой другой авторитарной мощной страны появится какой-то там интерес. Насколько вы согласны с такими настроениями, с такой оценкой? Да, я больше, наверное, склонен считать, что так оно и есть, потому что Казахстан, люди в Казахстане, те, которые достаточно активно вовлечены в политические какие-то процессы, интересуются политикой, они видели, когда несколько раз в Казахстане складывалась ситуация, когда внутри Казахстана люди ожидали некой однозначной реакции со стороны мирового сообщества, ну, в том числе со стороны Евросоюза, на какие-то процессы в Казахстане, что будет четкая однозначная реакция. Я имею в виду, там, предположим, ну, то же самое, кровавый расстрел в Жанаузене, когда полиция открыла огонь по демонстрантам в 2011 году. И это то же самое Хантар, это те же самые какие-то явно коррупционные какие-то вещи, связанные, да, предположим, там, со строительством каких-то крупных объектов, будь то строительство освоения нефтяных месторождений или строительство той же атомной электростанции. И все это каждый раз сопровождается массовым каким-то нарушением прав человека или там электоральные процессы, которые сопровождаются тоже с массовыми нарушениями, когда невозможно говорить уже о честном электоральном процессе. И вот всякий раз мы в Казахстане думаем, ну вот сейчас вот после всех этих массовых арестов, после того, как закатали в асфальт такое огромное количество людей, что вот сейчас, наверное, в Евросоюзе там, ну, будут какие-то четкие движения в виде санкционных каких-то вещей по отношению к казахстанской элите, по отношению к тем, кто причастен напрямую к каким-то массовым нарушениям прав человека. Но этого не происходит, как правило. Я понимаю, что это дипломатический язык, но, тем не менее, людей, естественно, разочаровывает, когда они слышат о том, что та или иная сила определенная, ну, допустим, Европа, тот же самый Евросоюз или Америка, когда они ограничиваются только лишь там выражением обеспокоенности или тревоги. Но вот таких каких-то четких последовательных действий они не видят. И это видно было в том числе и во время Хантара. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, да, у Казахстана, ну, в том числе и у меня, и у многих людей, есть такое ощущение, что если что-то с нами случится, ну, если Казахстан станет жертвой агрессии со стороны той же самой России, больше, наверное, чем со стороны Китая, то ждать помощи, наверное, не придется. Но если уж мы вспомнили, да, о событиях двухлетней давности, о том, что происходило в январе 2022 года, насколько можно говорить, что власти показали, ну, хотя бы намерение, что ли, расследовать те преступления, которые были совершены тогда? Насколько была протянута рука гражданскому обществу? Нет, такого готовности к диалогу не было продемонстрировано, и сейчас она не демонстрируется, наоборот. Нужно понимать, что, как и любая авторитарная, недемократичная система, которая, ну, пришла к власти не в результате честных выборов, а в результате вот каких-то дворцовых больше интриг, да, такая система власти, она не будет заинтересована и не будет готова к выстраиванию каких-то демократических диалоговых площадок. Более того, эту систему власти мы наблюдаем на протяжении последних 3 лет, как целенаправленно эта власть все больше и больше укрепляет вокруг себя силовой аппарат, силовые органы, как институт репрессий политических, как институт сдерживания гражданского общества. И то, что мы видим, то есть если бы мы могли говорить о том, что если в Казахстане были бы какие-нибудь процессы демократические, то мы видели бы это в виде каких-то реально действующих диалоговых площадок. Ну, то есть были бы какие-то вещи, глядя на которые у нас было бы четкое ощущение, что власть слышит свой народ, как-то реагирует на то, что происходит в гражданском обществе и как-то готова двигаться. Но нет, этого всего не происходит. Возьмем то же самое, там, смена часового пояса, которая вызвала практически повсеместные возмущения.
власть на это никак не отреагировала. Более того, власть теперь говорит, что это сделано по многочисленным просьбам самого населения. Различные, ну вот сейчас происходит, люди выходят на одиночные пикеты, и вместо того, чтобы применять какие-то политические инструменты диалога, ну там создайте какую-то площадку, да, скажите, да, окей, мы возбудили уголовное дело на этого человека, ну хорошо, мы его, это уголовное дело прекратить не можем, но так и быть, давайте мы тогда дадим возможность услышать сторонников этих людей. Но нет, все, кто выходит на улицы с плакатами, власть тут же задерживает, дает им либо штраф, либо 15 суток ареста. И так происходит со всем, что беспокоит людей. Пока что не было ни одного инструмента демократического, который мог бы говорить о том, что власть настроена хоть на какой-то диалог с обществом. Нет, это всегда будет прежде всего усиление репрессивного аппарата. Лукпан, а как же новый Казахстан, Жана Казахстан? Ну, это миф, это идеологический миф, который был вброшен в общество, и мерзость, скажем так, который, нужно признать, успешно иногда срабатывал этот миф. В частности, тот онлайн-судебный процесс над Бишимбаевым, бывшим министром нацэкономики по факту бытового насилия, власти реально очень эффективно использовала. Очень многие люди, с которыми за рубежа, в других странах, с которыми я знакомлюсь или общаюсь, когда езжу за границу, реально в это поверили. Они говорят, ну мы же видели судебный процесс, который был онлайн. У вас реально там власть действительно поборола бытовую преступность, бытовое насилие над женщинами. И каждый раз людям приходится говорить, ребята, успокойтесь, этого ничего не было. У нас как убивали женщин, так и продолжают убивать. А это все было шоу такое. Так вот, Жана Казахстан – это такой миф, это некий конструкт идеологический, который создан для того, чтобы людям показать, что администрация Токаева якобы дистанцируется от прежнего своего предшественника в лице Назарбаева, о том, что вот мы возвращаем якобы деньги и так далее и тому подобное. Но по факту большая часть ключевых госслужащих высокого ранга, членов правительства, она в наследство досталась Токаеву от Назарбаева. Люди не потеряли свои должности. Кроме всего прочего, самый главный финансовый, скажем так, инструмент пополнения имущества Назарбаева в лице Тимура Кулебаева, как имел свой бизнес, он так и имеет свой бизнес, он не лишился своего бизнеса. И, кроме всего прочего, мы видим, что Токаев до сих пор, спустя 3 года, он не сделал ничего, чтобы реально отодвинуть Назарбаева от влияния на экономику страны и на политику страны, прежде всего. Ну, в частности, буквально недавно мы видели, как Назарбаев ездил и фотографировался с Путиным. О чем они там говорили, бог его знает, я не знаю. Но, видимо, о чем-то разговаривали. Поэтому вот говорить о том, что в Казахстане есть некий новый Казахстан и есть старый Казахстан, и что вроде новый Казахстан качественно как-то отличается от старого Казахстана, не приходится. Как были политические репрессии, они так и остались. Как было стремление властей установить цензуру над медиа, так оно и осталось. Все те же самые родимые пятна авторитарии и диктатуры, которые были раньше, они все остались, никуда не делись.